Основной период ЕГЭ уже позади, однако расслабляться еще рано. Сегодня здесь, в 15-й школе Назрани, проходит последний резервный день сразу по нескольким предметам. Сдают единый государственный экзамен более 100 человек. Для каждого важно набрать как можно больше баллов, чтобы поступить в хороший вуз. Математика, русский, английский язык и химия – предметы, которые пригодятся в жизни, а в медицине, к примеру, эти знания напрямую свидетельствуют о профпригодности. Мариам Хутиева, выпускница 2022-го, решила стать врачом еще несколько лет назад. В прошлом году не получилось набрать проходной балл, поэтому сегодня уже с полным багажом знаний девочка будет сдавать русский язык. Если не получилось изначально, скажем так, поступить именно на то направление, на которое вы собирались, возможно, это знак того, что вам нужно стремиться к большему и к лучшему. Почему я выбрала медицинский? Потому что это именно то направление, которое близко ко мне. То есть это то направление, к которому я стремилась и на которое я действительно хочу поступать. Без переживаний не обходится. Все выпускники понимают, что от ЕГЭ зависит, получится ли попасть в долгожданный вуз на желаемую специальность. А вот Магомед Зурабов в своих знаниях максимально уверен. Волнение, конечно, присутствует, признается парень, но паниковать не видит смысла. Я выпускник прошлых годов. В прошлом году я сдавал русский, информатику и физику. В итоге из-за нехватки баллов я остался на следующий год. Теперь я передумал и хочу стать стоматологом. Вообще так-то не нервничаю. Все равно это всего лишь экзамен, и можно сдавать на следующие года. Правила написания в резервные даты ЕГЭ не отличаются от основного периода. Здесь, как обычно, нельзя списывать, передвигаться по аудитории, проносить с собой средства связи, разговаривать и другие запрещенные действия. В аудитории все так же работают камеры наблюдения, которые будут просматриваться после экзамена. Нарушения встречаются, всякие нарушения. Пытаются пронести и шпаргалки, пытаются пронести телефон. Нужно просто уяснить, что правила ужесточаются. ЕГЭ должен быть прозрачным, и дети должны быть все на одном уровне, все должны одинаковые права у всех. Вот. И прийти и сдать сегодня честно свой экзамен. При нарушении какого-либо правила пересдать экзамен получится уже только в следующем году. Выпускника прошлого года Асимира Магушкова это не пугает. Все правила ему давно известны и нарушать их не собирается. Говорит, что хорошо подготовился, в своих силах уверен. Сегодня сдаю химию, потому что поступать решил в мед. Скорее всего, за пределами Ингушетии. Готовился почти год, даже больше. Ходил на занятия, в школе тоже получал знания. За ходом экзамена и соблюдением всех предусмотренных правил следят общественные наблюдатели. Также во всех 14 аудиториях находится по 2 организатора. ЕГЭ проходит на базе 14 и 15 школах Назрани. Ознакомиться с результатами можно в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.